Камильджан Майнаев, инвалид первой группы. Он живет в Аше и говорит, что город практически не приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья. То же самое, отмечает мужчина, можно сказать и про другие города Кыргызстана. Условия для нас уже должны были быть созданы, но этого не произошло. В основном проблема с пандусами. В какое бы здание ты ни пошел, там нет пандуса, и это очень осложняет жизнь. Все эти вопросы я озвучил на встрече. Думаю, что сейчас они будут рассмотрены. Эту проблему пытаются решать в южной столице. Сегодня тут обсуждают вопросы доступа к медицинскому обслуживанию и реабилитации людей с инвалидностью, а также обеспечения их социальным жильем и создания комфортной городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проблем много, но все потихоньку решается. Прежде всего, основными проблемами людей с инвалидностью являются получение медицинских услуг, пользование общественным транспортом и зданиями. Мы собрались с целью решения этих вопросов. В собрании приняли участие 18 общественных организаций. В Кыргызстане в целях помощи в решении актуальных проблем людей с ограниченными возможностями здоровья при Кабинете министров работает Совет инвалидов, который был создан 2 года назад. Государство должно создавать условия для работы людям с ограниченными возможностями здоровья. Для этого необходимо изменить направление работы в этом направлении. Люди с инвалидностью могут расти, если они будут получать хорошее образование и интегрироваться в социум. Сегодня в стране проживает более 200 тысяч граждан с инвалидностью. 36 тысяч из них – дети до 18 лет. Этот показатель увеличивается из года в год. Для их поддержки был создан фонд высоких технологий с бюджетом более 300 миллионов сомов. В этом году государство выделило ему дополнительно 1 миллиард сомов. Алена Смирнова, Мырзаджигит Маматкеримулу, Маруф Шакиров, ЛТР, Ош.